Дорогие Господи, братья и сестры, уважаемые друзья, мы с вами вместе встретили гражданское новолетие, отметили пришедший 2025 год. Но вот волею судеб так получилось, что сейчас после гражданского новолетия отмечаем мы, православные христиане, великое торжество, Рождество по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы вспоминаем величайшее событие сошествия с небес, из духовных сфер самого Творца Вселенной. То есть тот, кто сотворил все, материю, самое время, он вдруг становится во всем подобным нам человеком, малым младенцем, который нуждается в помощи, в заботе, повитух. Нужно его и спасать, убегая в Египет. Он во всем подобен нам. И это величайшее смирение Божие нас вдохновляет, потому что это показывает любовь Божию к нам. Господь не пребывает там, в духовных сферах, в своей привычной Ему, присущей Ему небесной славе. Он приходит к людям, чтобы испытать их жизнь. И действительно, апостол Павел, удивляясь этому таинству, говорит, что он искушен был, может искушаемым помощи. Это так по-славянски. То есть Господь, воплотившись, Он был подвержен всем испытаниям в жизни, которые присущи каждому человеку. А поэтому Он знает эти испытания и может нам с вами, людям, помочь. Есть ощущение, что Бог знает все. Бог не потому всеведущ, что это для Бога естественно, а потому что Он, будучи Бога-человеком, все сам прошел, испытал и голод, и холод, и гонение. Вот от чего мы радуемся Рождеству Бога-младенца Иисуса, Его божественному сочувствию, нашей немощи, нашим страхам, нашим проблемам. Нам в мире очень не хватает сочувствия начальствующих к подчиненным, старших к младшим, младших к старшим. Не хватает сочувствия во всем мире. И, глядя на Бога-младенца, мы должны научиться этому сочувствию и пониманию, этому призыву божественной воли. Если не будем любить, по крайней мере, стремиться к этому так, как Бог возлюбил нас, то не будем достойными христианами, наверное, не будем достойными вообще гражданами и людьми, потому что жизнь без любви невозможна. Я поздравляю вас с праздником божественной любви, с воплощением на земле Господа Бога Иисуса Христа. И еще раз вам желаю милости от Бога-младенца. И еще раз, поздравляя с Рождеством, поздравляю и с пришедшим новым 2025 годом. Будьте Богом хранимы на многое и благое лето.